За последний год в мире произошло множество глобальных изменений. Коронавирус, изменение климата и его последствия, карантин и самоизоляция. За всем этим как-то незаметно прошли изменения, которые касаются тысяч наших сограждан, оступившихся, но имеющих возможность исправиться. Об этом и многом другом мы поговорим с начальником уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Якутии Варварой Амосовой. Варвара Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, к сожалению, ставшим традиционным вопроса. Что изменилось в вашей работе с начала пандемии? Как ведомство и те, кто находится под вашим наблюдением, пережили этот период? С марта 2020 года, наверное, для всех прошел достаточно сложный период, в том числе и для нас, как для силовой структуры, ведомственной. Наша работа предполагает всегда очную беседу, очный прием, очную профилактическую работу с теми людьми, которые состоят у нас на учете. Непосредственно такое человеческое общение подразумевается. Но во времена, когда у нас в Республике Саха-Якутия, конкретно в городе Якутске, например, наиболее сильная волна заболеваний шла, то мы, конечно, ненадолго, но приостанавливали очный прием и основные беседы осуществляли по телефону дистанционно. По сути, с момента принятия Уголовного кодекса в начале 90-х годов ничего не изменилось существенно, однако с 2 марта 2021 года, согласно указу президента Российской Федерации номер 119, контроль за условно-досрочно освобожденными передан уголовно-исполнительным инспекциям, то бишь под ведомство Федеральной службы исполнения наказаний. Прежде всего, уже давно в российской уголовно-исполнительной политике идет тенденция к тому, что наша работа приобретает более такой социализированный вид. То бишь мы не только контролируем, но и помогаем человеку, который освободился из мест лишения свободы, адаптироваться в этой жизни, обрести вновь какие-то социально полезные связи, трудоустроиться, приобрести какие-то трудовые навыки. При необходимости также оказывается и социально-психологическая помощь. Поэтому сейчас можно сказать так, что наше ведомство, наша структура, наша работа приобретает более социальный характер, нежели карательный и контролирующий. Раньше было по-другому. Ну, раньше, да, действительно, перекос шел все-таки больше на контроль. Сейчас вот такие изменения происходят по всему уголовно-исполнительному, уголовному законодательству на территории всей Российской Федерации, соответственно. Что людям надо прежде всего помогать, а потом уже требовать. В Республике Саха-Якутия в уголовно-исполнительной инспекции, которая подведомственна уголовно-исполнительной системе, работают 120 сотрудников по всей республике. И в год у нас проходит около 10 тысяч осужденных, а также иных лиц, в отношении которых применены меры без изоляции от общества. Это могут быть такие виды наказаний, как исправительные работы, обязательные работы, это запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, это ограничение свободы. Ну и многие иногда путают. Есть у нас такое понятие, как иные меры уголовно-правового характера. Это непосредственно условное осуждение, это отсрочка отбывания наказания лицам, имеющим детей до 14-летнего возраста, это отсрочка отбывания наказания лицам, больным наркоманией, ну и, соответственно, больным педофилией. Есть такие изменения в законодательстве. Ну и с 2012 года, затем уже с 2017 года на уголовно-исполнительной инспекции также возложен контроль за пребыванием по месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, залога и запрета определенных действий. В общем, спектр достаточно широк, и эта широта даже свидетельствует о том, что у нас сейчас в Российской Федерации происходят такие изменения, направленные на общую гуманизацию и либерализацию. В общем, люди должны оставаться, насколько это возможно, на свободе. И потом уже, как крайняя мера, могут применяться такие виды меры пресечения, как содержание под арестом, либо лишение свободы на определенный срок, как вид наказания.
Наш основной инструмент работы, как это не было бы странно, это все-таки наша голова и наша воспитательная работа, наш язык. То, что мы говорим, то, что мы вкладываем в человека. Вот не зря, даже при условном осуждении, обязательно назначают ежемесячную регистрацию. Регистрацию для проведения воспитательной работы. Это наш основной инструмент. В основном это просто люди. Дело в том, что на учете уголовно-исполнительной инспекции состоят такие люди, которые совершили небольшие преступления, либо преступления средней тяжести, либо тяжкие, но впервые, по стечению каких-либо тяжелых жизненных обстоятельств. И поэтому сказать, отнестись к какому-либо Ивану Ивановичу, который в состоянии алкогольного опьянения, допустим, украл чей-то мобильный телефон, сказать однозначно, что он только преступник, это было бы непростительной ошибкой. Это прежде всего человек, которому нужна помощь, в том числе в излечении от алкоголизма, в том числе и в решении каких-то других бытовых вопросов. Просто, может быть, даже помощь психолога нужна. Поэтому это только люди. В связи с тем, что я работаю достаточно давно, запоминающихся случаев было достаточно много. Практически каждый человек, который состоял лично у меня на учете, это отдельная судьба, отдельный человек с какой-то своей линией жизни, с какими-то своими неудачами, с какими-то своими небольшими победами. Поэтому выделить какой-либо один такой курьезный, либо наоборот такой душещипательный случай было бы, на мой взгляд, ошибкой. Единственное, что я могу рассказать о том, что еще когда я только начинала работать, у меня на учете состоял несовершеннолетний. Это была такая семья, что на учете состояла и мама, и старший брат, и отец. И вот несовершеннолетний, условно можно назвать его там Ваней или Славиком. И состоял он по нескольким учетам. И, соответственно, мы работали с ним на протяжении нескольких лет. И в конце я могу сказать о том, что он немножко оторвался от криминальной направленности своей семьи. И вот данный случай для меня запоминающийся, потому что он дает мне знать о том, что мы работаем не зря. Каждый день, приходя на работу, мы добиваемся каких-то своих маленьких результатов. Примечательно, когда есть изменения в человеческой судьбе, в человеческой жизни. Вот сейчас я могу действительно сказать о том, что он работает сейчас тренером в местном улусном ДЮСШ. У него достаточно большая семья, 3 детей, красавица жена. Да, наша работа приносит свой результат. Стоит отметить, наверное, то, что вот некоторые сейчас смотрят там зарубежные фильмы, и там нередко фигурирует система электронного мониторинга подучетных лиц. Это так называемые электронные браслеты, которые сотрудники соответствующих служб сидят и следят за тем, чтобы человек не нарушал какие-либо запреты. Вот такая вот система электронного мониторинга подучетных лиц на всей территории Российской Федерации работает с 2012 года. И в частности у нас в Республике Саха-Якутия такая система внедрена также с 2012 года и установлена в некоторых крупных районах. Единственная трудность остается в том, что в некоторых северных районах в связи со слабой зоной покрытия оператора сотовой сети до сих пор мы не имеем возможности установить систему электронного мониторинга. Расскажите, пожалуйста, как у вас начинается рабочий день? Рабочий день у меня начинается, соответственно, с того, что я включаю свой рабочий компьютер, просматриваю почту, потому что сейчас я больше работаю с людьми и с документами, нежели с подучетными, с осужденными. Поэтому вот так вот начинается мой рабочий день. Настольная книга начальника Уголовный кодекс. Расскажите, пожалуйста, зачем вам огнетушитель? Первый раз в кабинете вообще у человека огнетушитель не видел. Огнетушитель – это меры пожарной безопасности. Это самое необходимое, что нужно в кабинете, когда случается какое-либо
чрезвычайное происшествие, соответственно, надо взять огнетушитель, я умею им пользоваться, потушить и спасти и имущество, и жизни, и здоровье людей, и, соответственно, документы.